الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin. В прошлой лекции мы начали говорить про мединский и меккенский Коран. Мы сказали, что такое меккенский, что такое мединский, какие там критерии выбрали для определения меккенский Коран или мединский Коран. Мы говорили, что есть три мнения об этом. Первое критерий – это критерий времени. И на этом мнении большинство ученых выбрали это мнение, что это достоверное мнение. То есть определили точка времени, до которой весь Коран, который был ниспослан, это меккенский считается. А после нее будет мединский. Эта точка времени была переселение пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям из Мекки в Медину. Мы говорим, что все, что был ниспослан, согласно этому мнению, все, что был ниспослан до переселения и во время переселения, это называется или считается меккенским Кораном, сури или аяты. А все, что был ниспослан после переселения, это уже считается мединским Кораном. Второе мнение, там критерия места, то есть где был ниспослан Коран или где были ниспосланы аяты или сури. И мы говорим, согласно этому мнению, весь Коран, который был ниспослан в Мекке, это считается меккенским, а все, что был ниспослан в Медине, считается мединским. И мы говорили, что согласно этому мнению, не весь Коран входит под определение меккенский и мединский Коран. А согласно первому мнению, весь Коран попадет под термином мединский и меккенский Коран. Третье мнение, которое тоже есть, мы говорили, что критерия там, это по отношению к кому был ниспослан Коран. То есть, если Коран был ниспослан и говорит или обращает к неверующим в Мекке, считается меккенским. А если обращается к людям или к жителям Медины, в том числе там верующие, люди Писания, вот это считается мединским. Мы говорим, что самые сильные мнения – это первое мнение. То есть до переселения и во время переселения – это меккенский Коран. После переселения пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям в Медину, все, что был ниспослан, это уже мединский Коран. Также мы говорили об источнике определения меккенский и мединский Коран, в зависимости от чего мы определяем. Первый источник мы сказали, что это передачи от сподвижников. То есть мы знаем, что этот аят или эта сура был ниспослана до переселения, поэтому это уже меккенская. После это мединская. А если передач нет об определенной суре или об определенном аяте, то мы переходим на второй источник. Это выведение или дедукция. То есть в зависимости от сур и аятов, которые мы знаем точно, то есть есть передачи о них, что они меккенские или мединские, мы собираем все меккенские вместе, все мединские Коран вместе, меккенские сури, мединские сури, аяты, и смотрим, какие признаки есть для меккенских сур и для мединских сур. И в зависимости от этих признаков мы можем сказать, что, скорее всего, эта сура, о которой нет передач, что она меккенская или мединская, вот эта сура меккенская или мединская. Поэтому есть сури, как мы говорили в прошлой лекции, в которой есть разногласия, она меккенская или мединская. Таких, если не ошибаюсь, 12 сур. 12 сур, где есть разногласия, что эти суры меккенские или мединские. Также мы говорили о признаках,
какие там признаки меккинского Корана, какие там признаки мединского Корана. Признаки меккинского Корана включили в себя обращение к людям в общем, например, слово или предложение «Я айюханнас», «О люди». И как мы говорили, еще раз напоминаю, что эти признаки – это не правила общие, это просто общие признаки, то есть они могут иногда не согласоваться с правилом. Например, в суре Аль-Бакара мы говорили, что есть обращение к людям «Я айюханнас убуду раббакум». Хотя этот аят в согласии ученых это мединский аят. Но в общем можно сказать по всему Корану как общие правила, не как закон, а общие правила только. Когда Аллах Субхану говорит «Я айюханнас», это уже меккинский Коран. Второй признак, о котором мы говорили, это разделение буквы в начале сур, например, Тасим, Мим, Каф, Сад. Вот эти разделенные буквы, если они были в начале сур, значит, скорее всего, это сура меккинская. И мы сказали, за исключением сура Аль-Бакара и сура Аль-Амран, которые начинаются с Алиф Лам Мим, и тем не менее, оба считаются мединскими сурами. Третий – это слово «калла» – «нет» или «никак» или «никогда». В зависимости от контекста, как переводится, слово «калла» использовалось в меккинском Коране. Поэтому в сурах, где содержится это слово, например, сура «Аль-Хакум ат-Такафур», сура умножения, при умножении, «Калла сауфа та'ламун», «Thumma калла сауфа та'ламун». Вот это слово «калла» используется, значит, это, даже если нет передачи, которая говорит, что это сура меккинская, мы знаем, что это уже сура меккинская, потому что она содержит слово «калла». Четвертый признак, мы говорили тоже, все суры, содержащие историю Адама и Иблиса, то есть сотворение Адама и что произошло с Иблисом, кроме суры Аль-Бакара, тоже считаются меккинские суры или аяты, например, сура Аль-Араф. И мы говорили о признаках мединского Корана. Первый – это предложение «Я айюхалладзина аману», то есть обращение к верующим людям. И мы говорили, как правило, это обращение находится в мединском Коране. Второй признак, мы говорили, все аяты и сури, которые говорят о лицемериях, в которых говорится о лицемериях. Это почти все, кроме там одного исключения, насколько я знаю, там сура Аль-Анкабут. Сура Аль-Анкабут меккинская, а все остальные сури и аяты, в которых говорится о лицемериях, это уже мединские сури или мединский Коран. Третий – это аяты, которые говорят об обязанностях мусульманина или о наказаниях. И тем более поподробнее, например, какое там наказание будет, например, при совершении любодеяния, какие там процессы надо там соблюдать, когда выдается решение шариатское, например, или в суде, например, какой-то хукм дается. Вот эти все подробности говорят о том, что этот Коран мединский. Мы разделили весь Коран или все сури и аяты или все сури Корана на 4 вида, смотря на содержание меккинского и мединского Корана. Мы говорили, что есть сури, которые полностью меккинские, и есть сури, которые полностью мединские, есть сури, которые они меккинские, но содержат несколько аятов, которые считаются мединские. И мы дали пример сура Нахл. Она вся была ниспослана до переселения, а только последние 3 аяты были ниспосланы после битвы Ухуда. Поэтому эта сура считается меккинской, и последние 3 аяты из этой суры мединские. И наоборот, есть мединские сури, как сура Аль-Хадж, которые содержат несколько аятов меккинских, как сура Аль-Хадж. Сегодня, иншаллах, продолжаем, какие темы обсудил меккинский Коран и мединский Коран.
Начинаем с Мединского Корана. Первую тему, которую обсудил Меккинский Коран, это основы веры. Вера в Аллаха Субхану ва Тааля, в ангелах, в посланников, в писаниях священных, в предопределении и в судный день. Например, Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Аль-Касас: «Ваху Аллаху ла илаха илля хуа лаху аль-хамду фил ула вал ахира, ва лаху аль-хукм, ва илейхи турджаун». И Он Аллах, нет божества кроме Него, Ему хвала в этой дуне, то есть в первой жизни, то есть в этой жизни, и в ахирате, в следующей жизни. «Валаху аль-хукму», то есть решение, судья ему принадлежит. «Ва илейхи турджаун», то есть первая часть этого аята говорит об Аллахе, о Его единстве, то есть Он един. У него нет другого божества. А в последнем предложении этого аята «Ва илейхи турджаун», и к нему вы все вернетесь. Это говорит о том, что судный день будет. Есть неверующие, которые были в Мекке, которые отрицали судный день. Они признают, что да, Аллах существует. Может, они единобожники или многобожники, но они отрицали судный день. Даже в суре Ясин Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вадараба лана маталан ва насия халках». И дал нам пример и забыл, как Он был сам сотворен. «Вакаля ман юхьи аль-изама ва хия рамим». Он сказал: кто будет оживлять этих костей после того, как они развалились, как они разрушились. Когда Убай ибн Халаф, вот этот один из господин Мекки, подошел к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, он нес кост маленький. Он сделал так перед пророком. Он сказал: «О Мухаммад, ты обещаешь, что Аллах будет оживлять вот эту кость, которую я сейчас разрушил?» Он сказал: «Да». Он оживляет эту кость, Он будет оживлять тебя и будет отправить тебя в ад. Это было обещание пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Это даже доказательство о пророчестве пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, потому что пророк сказал ему, что ты войдешь в ад. И если он принял ислам, это было доказательство о том, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит от себя, то есть не от Аллаха, не от откровения, которое он получает. Но поскольку этот человек не принял ислам, это дополнительное доказательство о том, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям получает откровение от того, кто всезнающий, от Аллаха субханаху ва тааля. Поэтому есть люди, неверующие, которые отрицали судный день. Аллах субханаху ва тааля многократно обсудил эту тему. Также Аллах субханаху ва тааля в конце сура Аль-Касас тоже повторил: «Валя тад'у ма Аллахи илахан ахар», не поклоняйся кроме Аллаха никому, кроме Аллаха. «Ла илаха илляху», нет божества достойного поклонения, кроме Него, кроме Аллаха субханаху ва тааля. «Куллу шай'ин халикун илля ваджху», все умирают, все разрушаются, кроме Аллаха субханаху ва тааля. «Куллу шай'ин халикун илля ваджху, лаху аль-хукму ва илейхи турджаун». И ему принадлежит судья, решение, ва илейхи турджаун. И к нему вы вернетесь все. Поэтому Аллах субхану ва тааля в Меккинском Коране многократно напоминал об этом, что судный день будет. Также в суре Аль-Кияма тоже другой пример: «Аяхсабу аль-инсану ан ютрака суда». Разве человек думает, что мы будем оставлять его без последствий, без вознаграждения или наказания? И Аллах субхану ва тааля в конце этой суры говорит: «Алейса залика биқадирин аля юхьил маута». То есть Аллах субхану ва тааля рассказал, как Он сотворил человека, стадии сотворения человека, и говорил: разве тот, кто создал из ничего, не может вернуть то, что Он создавал? То есть сотворить из ничего логично, это труднее, чем повторить то, что ты делал, или сотворить заново.
Потому что если вы что-то делали с первого раза, и Аллах Субхану Тааля, валлахи аль-маталю а'ля, если что-то делаете первый раз, может быть сложно оказаться. А если вы это повторите, уже легко станет, то есть легче станет. А лилляхи аль-маталю а'ля, то есть Аллах Субхану Тааля дает пример, чтобы эти неверующие поняли, хотя они понимают, но не хотят просто показать, что они понимают. Аллах Субхану Тааля говорит: я сотворил вас из ничего. И разве я не могу сотворить заново? Как вы сейчас стоите, Аллах Субхану Тааля будет оживлять всех. Также Аллах Субхану Тааля говорил об ангелах и там о священных писаниях и дал много примеров. Это тоже все эти темы обсудились в Меккинском Коране. Также из тем, которые были обсуждены в Меккинском Коране, это тема многобожия и атеизма. Хотя атеизма не как часто, как многобожие, но тем не менее Аллах Субхану Тааля дал ответы на тем людям, которые либо атеисты, либо многобожники. Например, Аллах Субхану Тааля говорит в суре Ат-Тур: «Ам хулику мин гайри шай». Разве они были сотворены без ничего, без причины? Внезапно так вот появились. Они вот эти неверующие, как они были сотворены? Задайте, вот вы неверующие, задайте себе такой вопрос. Откуда вы приехали? Откуда вы взялись? Вы внезапно появились? Вот так, без причины? Ам хулику мин гайри шай. Ам хумул халикун. Разве они сами сотворили себя? Это логично? Нет. Никто не может сотворить себя, потому что он не существует до того момента, как он был сотворен. Поэтому это нелогично. Ам халаку самавати вал ард. Разве они сами сотворили небеса и землю? Вот эти неверующие. А где бы они были, когда были сотворены небеса и землю? Где они были? Вот Аллах Субхану Тааля дает такие аргументы: «Балла юқинун». И дал Аллах Субхану Тааля комментарию, что они просто не верят. Они просто не верят. То есть все явно, все ясно, все доказательства есть, но они просто не хотят. Вот в этом дело, в этом проблема их. Также Аллах Субхану Тааля о многобожии сказал в суре Аль-Хадж. Хотя мы говорили, что сура Аль-Хадж это мединский аят, но мы говорили, что признаки меккинского и мединского это что-то общее, то есть это не закон, а это общие правила. Аллах Субхану Тааля дал пример: «Я айюхан нас, о люди, дуриба маталун фастами'у лах». Был дан один пример. Слушайте этот пример. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. Все, которым вы поклоняетесь, кроме Аллаха, то есть, если они собираются все вместе и дают все силы, все, что возможно, для того, чтобы они создали одну муху, муха, одна только, чтобы они сотворили, они не смогут. «Аля яхлуку дубабан, лам юхлуку валау иджтамау лах». Даже если они собираются, все эти, которые идолы, например, людей, которым вы поклонялись, если они все собираются вместе для одной цели сотворить одну муху, они не смогут, даже если они собрались на этом. Если одна муха заберет что-то от них, они не смогут это вернуть. Насколько слабый тот, который хочет, и от которого хотят. То есть неверующие слабые. И вот эти ложные божества, тоже они слабые. Вот это логичный пример. Аллах Субхану Тааля дает людям, чтобы они задумались, чтобы они знали, вот эти божества, которым вы поклоняетесь, они не могут причинять вам вред, не могут принести вам пользу. Просто думайте.
Тоже из тем, которые обсудились многократно в Меккенском Коране, это истории пророков. Истории пророков. Аллах Субхану Тааля в разных местах, иногда даже история одного пророка, повторяется в разных местах. Например, история пророка Муса, алейхиссалям, с Фирауном. В многих местах в Коране повторяется. Иногда кратко, иногда долго говорит Аллах Субхану Тааля об этом. В чем мудрость? Ученые говорят, в первый это укрепление сердца пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. Потому что призыв к исламу, призыв к Аллаху Субхану Тааля в начале был очень трудным. Многобожники, неверующие, были очень жесткие по отношению к исламу. Они ничего не приняли, не хотели слушать. Они просто не хотели принять ислам. Есть, конечно, свои причины, которые неоправдаемы, конечно, но они просто не хотели принять. Поэтому это было трудно, тяжело пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. Даже Аллах Субхану Тааля в нескольких местах в Коране говорит: «Фала'аллака бахи'ун нафсака аля атарихим». Разве ты убиваешь себя, чтобы они уверовали? То есть пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, насколько он хочет, чтобы они получили блага ислама, он почти убивает себя ради того, чтобы они уверовали. Аллах Субхану Тааля говорит: нет, так не надо. Они просто не хотят. В другом аяте Аллах говорит Субхану Тааля: ты не заставляешь людей, чтобы они стали то есть чтобы они уверовали. Поэтому Аллах Субхану Тааля, упоминая об истории пророков до пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, это было укрепление его сердца, потому что то есть, о Мухаммад, то, что сейчас происходит с тобой, это не что-то новое. Это происходило раньше. Например, с Муса алейхиссалям. Насколько мучили его народ, насколько мучили ему, насколько причинили вред, насколько там ослушались его. Они совершили многобожие, когда он оставил их на несколько дней. Они совершили многобожие. После того, как Аллах Субхану Тааля спас их от фараона. Поэтому, когда пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям получил таких аятов, это было укрепление для него. Второй мудрость, можно сказать, что это предупреждение неверующим. То есть до вас были народы. К ним пришли посланники Аллаха. Смотрите, какой там последствия был у тех, которые отказались принять ислам. Смотрите на народ Ад, которым пришел Худ, алейхиссалам. Смотрите на Самуд. И эти люди, это не просто сказки. Эти люди, которые были, которые существовали, которые жили, о которых араб знают. То есть знают, кто такой народ Ад. Знают, кто такой народ Самуд. Они были люди, как и мы, как и они были. А какие последствия после того, как они не приняли ислам, не приняли посланников, то есть не уверовали в Аллаха? Вот это уже предупреждение неверующим. Если вы будете поступить, как они поступили, наказание будет такое же. Наказание будет у вас тоже. Поэтому Аллах Субхану Тааля не спослал или обсудил тему истории пророков, во-первых, чтобы укрепить сердца пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, во-вторых, чтобы люди, чтобы это было предупреждение неверующим, чтобы они не попали, куда попали народы до нашей уммы. Также из тем, которые обсуждал Меккенский Коран, это благонравие. Например, сура Аль-Маун: «Араайта аллади юкадзибу биддин». Ты видел тот, который не принимает ислам, не принимает религию? «Фадалика аллади яду'у аль-ятим».
Это тот, кто толкает сироту, то есть притесняет сироту, не дает ему его права. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. И он не призывает к кормлению бедных. Вот эти качества, это не говорят о том, что они не верят в Аллах только, а у них нрав не хороший, не благой. Они не помогают бедным, слабым членам общества. Поэтому Коран обсудил эти темы, тему благонравия, и позвал людей, чтобы они соблюдали хорошие нравы или имели хорошие нравы, благие нравы. Убить девушек, недавно родившихся, это тоже Коран сказал. О чем, что вы делаете? Когда в судный день будет спрошена эта девушка, по какой вине тебя убили? Вот Коран тоже обсудил такие темы. Значит, благонравие. Переходим на мединский Коран. Какие темы обсуждал? Мединский Коран в основном обсуждал темы для уммы, которые именно, например, в поклонениях. Он описал подробно, например, малое омовение. Allah subhanahu wa ta'ala говорит в суре Аль-Майда: «Я айюхаллазина аману, иза кумтум иля ссалати, фагсилу вуджухакум ва айдиякум иля аль-марафиq, вамсаху бирусикум ва арджулакум иля аль-ка'байн, ва ин кунтум джунубан фаттахару». Allah subhanahu wa ta'ala говорит о малом омовении подробно. Если вы хотите читать намаз, мойте руки и фагсилу вуджухакум, мойте лица ваши, ва айдиякум иля аль-марафиq, и руки до локтей. وامسحوا برؤوسكم и потрите на голове, وارجلكم и мойте ноги ваши, الى الكعبين до каб, не знаю как на русском, до щиколки. جزاكم الله خيرا. وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر. Не обсуждает, если вы на сафари, если вы нуждаетесь в большом омовении, если. То есть он подробно описывает, каким образом мы должны совершать поклонение. Вот это первая тема, которую обсуждал мединский Коран, обряды поклонения. То есть и подробно. Второй – это призыв людей Писания к вере. То есть мединский Коран обсуждал темы единобожия, темы ислама, принятия ислама с людьми Писания. Когда делегация пришла из Шама, христиане пришли к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям показать свою религию и посмотреть, какая религия у пророка Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. И там был дебат между ними, между пророком Мухаммадом саллаллаху алейхи вассалям и между этими христианами. Аллах субхану ва тааля ниспослал Коран, обращая к этим людям, чтобы они знали, что это истинная религия, они должны следовать за эту религию, за пророком Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому это вторая тема, которую обсуждали мединский Коран. Третий – это описание лицемериев. Все аяты, которые описывают там лицемерие, какие у них качества, какие у них действия, о чем они думают, что хотят, что они показывают, что скрывают. Все эти аяты обсудил мединский Коран. Также, так сказать, не знаю, если можно так сказать, международные отношения регулировал мединский Коран. Во время мира, во время войны, как мусульмане должны поступать, вот это все описано в мединском Коране. Вот такие темы, которые обсудил мединский Коран. Коротко расскажу о стиле речи Корана, меккенском и мединском. В меккенском Коране, как общие правила, опять я повторюсь, это не закон по всему Корану, можно найти по-другому, но как общие правила, аяты или сури короткие и слова очень сильные. Например, Аллах Субхану ва Тааля говорит, сура Аль-Кариа, очень сильные слова.
бедствие. «Вама адрака мал кариа». Вот слово очень страшное. Например, «Тилька идан кисматун диза». Страшное слово. Еще. «Араита аллади юкадзибу биддин». Короткий сури. «Инна а'тайнака аль-каутар». Короткий сури. «Фасалли ли раббика ванхар». «Инна шаниака хуа аль-абтар». Аль-абтар – бездетный. То есть тот, кто ненавидит тебя, воистину, он окажется бездетным. Аль-абтар, аль-абтар. Вот это мощное слово. Поэтому стиль речи меккенского Корана – это короткие аяты, короткие сури, мощные слова. Например, сура Аль-Муддаththir: «Иннаху факкара ва каддар, факутила кейфа каддар, thumma кутила кейфа каддар, thumma назар, thumma абаса ва басар, thumma адбара ва стакбар». Сильные, мощные аяты, которые описывают этого неверующего, который он задумался, он знал, что ислам это истина, а потом передумал, решил, что он будет говорить неправду, то есть будет показать, что ислам это не истинная религия. И Коран, Аллах Субхану Тааля в Коране описал этого человека, во что он проходил, через чего он проходил, как у него там настроение было, что он делал, чтобы там говорить неправду о Коран, что это сихр, это магия. Наоборот, и также используется там стиль речи для подтверждения, как клянется, например, «Калля вал камар». Слово «калля» само по себе – это стиль речи меккенского Корана. «Калля вал камар» – клянусь луной. «Валлайли ид адбар» – клянусь ночью, когда она уходит. «Вассубхи ида асфар» – клянусь утром, когда он наступает. Аллах Субхану Тааля, используя вот эти стили речи, это используется очень часто в меккенском Коране. В мединском Коране, наоборот, у нас длинные сури, длинные аяты, потому что нуждаемся в этом, потому что там надо подробно описать. Например, как мы сказали в прошлой лекции, что аят долгий, она целая страница. Там описывается, что надо делать, если мы берем долг, кто должен записать, как мы будем там свидетели, что должны делать, если там нет двух мужчин, например, что делать, если там кто-то дал рахн, что он должен делать. Поэтому описывается ситуация очень подробно. Поэтому понадобится использовать длинные аяты и длинные сури. Также слова в мединском Коране относительно можно сказать, что они мягче, чем в меккенском Коране. Потому что в меккенском Коране обращение было к неверующим. Не просто потому, что они неверующие, потому что они знали, что ислам это истина. Знали, что это правдивая религия. Знали, что это от Аллаха Субхану ва Тааля. Знали все это, а все равно они отказались верить в Аллаха. Поэтому были использованы мощные, сильные слова, чтобы сотрясить их, чтобы они знали, что они делают ошибку, очень огромную, большую ошибку. Чтобы это знали, Аллах Субхану Тааля использовал такие слова. А когда обращение в мединском Коране было верующим, Аллах Субхану Тааля использовал слова, которые помягче. Потому что верующие уже уверовали в Аллаха Субхану Тааля. Поэтому они принимают все приказы Аллаха Субхану Тааля с удовольствием, они выполняют сразу. Им не надо там использовать мощные слова, чтобы там они что-то делали. Они сразу «Сами'на ва атa'на». Мы слышали, выполним, все. Вопрос решен у верующих. Вот эти общие признаки, общие темы, которые обсуждали меккенский и мединский Коран, стиль речи, слова, которые использовал каждый вид Корана. هذا وما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ أو سهو ومن نسيان فمني ومن الشيطان سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله